Первые 50 тонн чувашского льна отправились в Литву. Значимость события в том, что продукция экологически чистая. При возделывании этой культуры химическая обработка не применялась. Такой натуральный продовольственный товар очень ценится в Европе. Наша съемочная группа отправилась в Порецкий район, чтобы познакомиться с теми, кто занимается органическим сельским хозяйством. Рабочие наполняют мешок за мешком, в каждом по 1 тонне льна. Трактор аккуратно переносит каждый баул и грузит фуру. Это первая партия чувашского органического льна, которую повезут в Европу. В Литву повезем на разгрузку. Чтобы выйти на экспорт предприятию «Экопродукт» понадобилось несколько лет. Много времени ушло на то, чтобы получить необходимые документы, подтверждающие, что сырье полностью экологически чистое. История организации началась 2 года назад, когда предприниматель из Самары Александр Гарфельд решил ввести в оборот участок в 200 гектаров в Порецком районе. Посеял сою, гречиху и золотистый лен. Нанял на работу местных жителей. Землю здесь решили возделывать традиционным способом и не использовать синтетические удобрения, пестициды и другие добавки, которые вредят окружающей среде. Такое решение в первую очередь оценили местные пчеловоды. Они вздохнули, уже приходят, тащат мед, угощают, говорят: ребята, спасибо большое, пчелы погибать не будут. В моем понимании, что органическая система подразумевает по себе созидательные какие-то моменты, что-то можно создать, а не разрушить и уничтожить. Это фирма первая в Чувашии, которая занимается выращиванием органической продукции. Чтобы повысить добавочную стоимость сырья, в прошлом году здесь решились на ответственный шаг. За моей спиной находится старый зерносушильный комплекс, который пришел в упадок. А это новый, его построили в прошлом году. Вся эта конструкция стоит 16 миллионов рублей. Пожалуй, чтобы по-настоящему оценить его масштабы, нужно подняться и посмотреть. Вот наша сортировочная машина УЗФ-80. Она раскладывает нашу продукцию на фракции. Вот, то есть ветром мы убираем ветрами легкие примеси. Нужную нам продукцию мы пропускаем через решето, мусор отсеиваем. Вот, и, соответственно, она поступает в бункер. Все примеси поступают в другие бункера. Вот уже готовая продукция, очищенная. Его уже можно пробовать? Да, конечно. Совсем не горчит. Здесь не только сортируют сырье, но и сушат. Для каждой культуры индивидуальные настройки. Для обработки органической продукции техника, бывшая в использовании других хозяйств, не подходит. Кому-то органический бизнес может показаться не совсем рентабельным, но производители уверяют, все затраты окупаются. Сегодня видим, что колоссальная разница уже в цене. При одинаковых затратах колоссальная разница в цене на продукцию, которая сертифицирована как экологически чистая, и та же продукция, которая производилась, но не сертифицированные, и реализуется по цене в 2-3 раза практически ниже. С этого года в нашей стране заработал закон об органической продукции. Это значит, что теперь изготовители натурального товара должны будут доказывать, что в нем нет никаких химических примесей. Сельхозпроизводителей, ответственно относящихся к своей продукции, государство будет всячески поощрять. В настоящее время экспортерам продукции предоставляется государственная поддержка. Это льготные кредиты, возмещение транспортных затрат и возмещение на получение сертификации. В этом году предприятие «Экопродукт» планирует не только увеличить площади посевов, но и расширить линейку сельхозкультур. Например, поэкспериментировать с рапсом. Партнеры из Дании, Польши и Германии заинтересованы в поставке экологически чистой продукции. Аграриев из Чувашии, занятых в органическом сельском хозяйстве, с каждым годом будет больше, уверены местные чиновники. В прошлом году в регионе утвердили региональный проект «Экспорт продукции АПК». Его цель до конца 2024 года – увеличить объемы поставки за рубеж товара до 46 миллионов долларов. Вероника Павлова, Виктор Степанов, Вести Чувашия.